Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас. Многие из нас говорят «Бисмилля», но, возможно, мы не знаем большую цену «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Какой смысл в том, что мы говорим «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» в наших движениях, когда мы кушаем, пьем, встаем, когда выходим или заходим, когда пишем письма и вообще в многих житейских делах? Очень красивый смысл заключается в первую очередь в том, чтобы мы чувствовали, что в этом мы следуем повелениям Аллаха. Аллах, субхану ва тааля, когда захотел начать свою речь, начал со слов «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Она является как бы входной карточкой, которую нам дал Аллах, чтобы мы приступали к любому действию, к любому хорошему делу. Когда мы будем иметь это понятие, мы будем знать, почему любимец Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так дорожил этим словом во все времена и во всех состояниях. Даже пророк, саллаллаху алейхи вассалям, нам сказал, каждое важное дело, которое не начинается с «Бисмилля», оно неблагодатное, в другом предании несовершенное, в другом предании малополезное. И когда человек узнает, что то, что он делает, и в этом он следует Аллаху и посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он почувствует великую ценность этого слова. Красивый смысл в нашем понимании заключается в том, что имя Аллаха, субхану ва тааля, подарок или средство, которое нам дал Аллах, субхану ва тааля. Нам Аллах дал средства для взаимодействия с миром. Вселенная — это владение нашего Господа, Аллаха, субхану ва тааля. Земля и небо, материя, вещество, предметы, свет — вся Вселенная — это владение нашего Господа, Аллаха, субхану ва тааля. Когда мы будем взаимодействовать с этими вещами Его именем, мы как будто открываем каждое сокровище, которое находится в каждой частице этого света. Субханаллах, каждая вещь имеет мудрость, каждая вещь имеет достоинство, каждая вещь имеет благодать. В каждой вещи Аллах вложил тайну, и когда мы обращаемся с этим созданием, или с действием, или словом, именем Аллаха, субхану ва тааля, Аллах, субхану ва тааля, нам оказывает почет, даруя нам благодать и сопровождая нас везде этой благодатью. И если кто-либо из вас скажет именем Аллаха, с именем которого ничто не вредит на земле и на небесах, Он всеслышащий и всевидящий, Ему ничто не навредит. Это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Из внимания, из любви к этой басмале является то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, один день встал в намазе и читал «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Повторил второй раз «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Рассказывают, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, повторял это 20 раз в одном вставании. Я не знаю, что чувствовал любимец Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Я желаю, чтобы кому-нибудь из нас Аллах, субхану ва тааля, дал почувствовать это, ощутить цену этой басмалы, и чтобы это слово сопровождало его всегда в его жизни. Басмала — это упоминание Аллаха, существующее во всех вещах и во всех действиях. И если человек забудет зикр или молитву, которую нужно читать в каком-то месте, он произнесет «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим», потому что «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» находится в начале каждого дуа, в начале каждого упоминания, в начале каждого деяния имеется «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим». Как будто басмала или «Бисмилляхир-Рахманир-Рахим» являются ключом, подаренным нам Всевышним, который открывает все врата благополучия и который извлекает пользу от всего, что окружает вас, и отталкивает от нас вред всего, что окружает нас. Когда человек почувствует это, он никогда не забудет басмалу и никогда не отвлечется, а наоборот будет жить с этим словом морально, с вкушением чувств высокого имана. Например, когда человек захочет выехать в дорогу, он не может представить путешествие без паспорта. Невозможно, чтобы он забыл паспорт, потому что он с паспортом двигается от города к городу, и паспортом пользуется услугами. Карточка, пропуск, удостоверение, все эти предметы, которые являются причиной для продвижения и достижения, человек не забывает их и понимает их важность и цену. Если человек подумает, что у него имеется слово, при произнесении которого он получает благодать всего того, с чем он взаимодействует, и бывает защищенным от вреда всего того, с чем он взаимодействует.
Также в произнесении басмалы имеется большое вознаграждение, потому что оно является аятом из книги Аллаха Субхану ва Тааля. Одна буква достигает от 1 до 700 вознаграждений, то есть добрых дел. Бисмилляхир рахманир рахим имеет 19 букв, то есть 190 добрых дел. Каждую букву умножаем на 700 тысяч и дальше многократно, по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Посмотрите, сколько раз может человек произносить басмалу. Возможно, 50 раз, возможно, 100 раз, возможно и больше. И когда мы посчитаем всю нашу жизнь, получится, что нас окружает бисмилля, бисмилля, слово, которое Аллах нас обязал чтить и сказал: когда мы возвысим и восхвалим имя Аллаха Субхану ва Тааля и будем привязанными к Его имени, мы будем жить другой жизнью и будем в гармонии с миром, пока гармоничны с именем Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь мы на самом деле узнаем цену учения людей, пророкам и любимцам Аллаха. Учение, которое делает человека привязанным к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, днем и ночью, явно и тайно, и во всех его состояниях, и будет привязанным к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, которая повторяется с ним постоянно, постоянно, постоянно. И это усилит его связь с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, и принесет ему большую пользу. Он получит большое вознаграждение перед Аллахом Субхану ва Тааля. Так посмотри же, какое достоинство имеет это несложное слово, которое состоит из простых букв. Бисмилляхир рахманир рахим. Скажи: о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас.